Бирюзовая водная гладь, словно стражами охраняемая неприступными скалами. Ультрафиолетовое небо, такое близкое и одновременно далекое. Наш путь лежал на границу Киргизии и Китая, к озеру Кёльсу. Не буду лукавить, если скажу, что Киргизия – моя самая любимая страна для путешествий. Но разве можно не влюбиться в это удивительное сочетание? Поднимающиеся до небес белоснежные горы, добрые и гостеприимные люди, готовые поделиться последним куском хлеба с путешественником, и самобытный дух кочевников, чьи стада словно бусины рассыпаны на зеленом полотне киргизской земли. Когда-то случайно найденная мной в интернете фотография озера, сказанная фраза о желании отправиться туда, и горящие глаза моего итальянского друга Джампьера, моментально подхватившего эту идею. И вот километр за километром, перевал за перевалом мы движемся навстречу приключениям и новым знакомствам, становясь все ближе к заветной цели. И словно по сказочному велению на нашем пути возникают невероятные люди. Смелый киргизский мальчик предлагает показать нам дорогу через переправы и болотистые горные луга, где по незнанию очень легко утопить своего железного коня. И от волшебства этого момента на глазах просто наворачиваются слезы. Озеро Кёльсу не было бы таким грандиозным, если бы открылось нам так просто. Третий день пути подходил к концу, но из-за обильных дождей, превративших дорогу в сплошное болото, достигнуть финальной точки путешествия в тот день нам было не суждено. Мы окончательно застряли. Пришлось разбить лагерь на поляне у реки, куда нашу машину невольно стащило по мокрой траве. Хрустальная прозрачность наступившего утра приоткрыла нам двери в этот волшебный мир. Вся природа словно просыпалась вместе с нами. Мы решили самостоятельно проложить себе дорогу до озера, осушив залитые водой колеи. И наш план сработал. Палящее высокогорное солнце за считанные часы высушило непроходимые участки. Последние крутые виражи на горном серпантине, и вот-вот мы увидим озеро. Трепету и волнению этого момента просто не было предела.
Любое путешествие можно разделить на 3 этапа: мечты до, процесс путешествия и воспоминания после. И самым ярким воспоминанием для меня останется отнюдь не озеро, а люди, которых мы встретили на нашем пути. И когда приходит время возвращаться, в твоем сердце просто не останется места для грусти, потому что оно наполнено новыми чувствами и эмоциями. Полученный опыт неизбежно обогатил твою душу, твое сознание невольно впитало все лучшее, и даже твое тело наравне с духом стали крепче, и ты уже не вернешься домой прежним. В этом и есть вся суть.